В Якутии запущен проект, призванный помочь водителям, чьи машины сломались на трассе. Уникальная служба получила название «Автоспас Дальнобой». Ее организатором стал житель села Уолба Татинского района. За полмесяца работы ему удалось спасти от холодного плена 9 водителей. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. О страхе замерзнуть на дороге, когда вокруг тебя только лес и холод, Петр Охлопков знает не понаслышке. Он более 10 лет отъездил на большегрузной машине. Работал дорожником, бульдозеристом и дальнобойщиком. Теперь готов помогать другим водителям. За полмесяца работы проекта удалось помочь 9. Знаю, вот их дело. Как они замерзают, насколько тяжело на дороге замерзать. И вот теперь с помощью соцконтракта я решил открыть автоспас на дороге. Воплотить проект и закупить необходимые инструменты Петру Охлопкову помогла программа социальных контрактов, которую уже 4-й год реализует региональное министерство труда. Субсидия в 200 000 рублей помогла полностью реализовать новую службу. В ближайших планах Петра найти единомышленников и распространить проект спасения в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Тампонском районах, а в будущем и в других улусах, где проходят федеральные трассы. По всей республике бы так, по всем районам. Открывать бы автоспас, тогда водителям было бы легче работать. Служба является уникальной и весьма актуальной, учитывая 50-градусные лютые морозы в регионе. Не устают благодарить и водители, ведь порой, сломавшись прямо на трассе, найти спасение бывает проблематично. В ожидании помощи приходится ночевать в придорожной чайной по 2, а то и по 3 дня. Первый выезд службы «Автоспас» случился аккурат перед новогодними праздниками. Вот и сегодня Петра удалось найти за работой. Сейчас у нас температура воздуха где-то ниже 50 градусов, поэтому сейчас по времени очень долго идет. Где-то 5-6 часов я его разогревал. Ну, у них замерзает дистопливо, запарафинивается там, кристаллы образовываются и забивает топливный фильтр. Петр сотрудничает и с единой дорожно-диспетчерской службой 112. На связи он 24 часа в сутки и готов в любое время выехать на помощь водителям. Если сломавшуюся на трассе легковую автомашину можно отбуксировать, для этого есть множество других спецслужб, то большие грузы приходится ремонтировать на месте. Водители также не сидят в лютый мороз, работая сообща, проблема поломки решается быстрее. Без него, я не знаю, думаю, намного печальнее бы все было. Очень благодарен ему за это, да. И то есть то, что он берет сумму, допустим, да, какую-то, он вкладывает чисто там в бензин, в солярку, я не думаю, ценник очень низкий, то есть просто свои затраты, наверное, перекрывает и все. То есть там не сказать, чтобы основной там ценник он берет за это все. Нет, можно сказать, на общественных началах это все он делает. То есть да, спасибо огромнейшее человеку. Выручил, конечно. «Делай добро, и оно вернется к тебе в 100-кратном размере» – пословица, которая полностью характеризует службу «Автоспас Дальнобой». Вот и сегодня удалось вызволить из холодного плена еще одну машину, а водитель-дальнобойщик продолжил свой путь по заснеженной трассе. Ульяна Шагина, Прасковья Татаринова, Василий Иннокентьев, Тарта, Якутск.